Привет, ребят. Да, конечно, это немного все усложняет. Но вообще это всегда тяжело, когда ты бьешься, гоняешь вес, когда такая большая ответственность на твоих плечах. Это всегда тяжело, это никогда не проходит легко. И сейчас, конечно, это и для меня особенное время. Я бьюсь здесь, в Абу-Даби, в условиях этой пандемии, при том, что на поединке не будет людей, не будет публики. Так что да, это немного тяжело. Однозначно, это будет большая победа для твоей карьеры, это важный бой. Мы знаем, что ты пока нацелен на рекорд 30-0, мы не знаем, с кем ты планируешь побиться, но если ты выиграешь этот бой, следующим шагом будет 30-0. Когда бы ты хотел провести 30-й поединок? Какие примерно сроки ты бы хотел попытаться выйти на 30-0? Честно говоря, мне не нравится это слово «если». Кто знает, что произойдет, например, завтра. Я сфокусирован на бое с Джастином Гэджи в эту субботу. И... Что UFC готовит для меня после этого поединка, этот вопрос надо задавать Дэнни, потому что он... Знаете, он ведь звонит нам, и потом мы обсуждаем бои, так что я не знаю, что будет дальше. Сейчас я сфокусирован на Джастине Гэджи. Вопрос для Джастина Гэджи. Мы говорили с Хабибом ранее, и он сказал, что планирует вымотать тебя, и к третьему, к четвертому раунду будет пытаться финишировать. Удивлен ли ты, что он так думает, учитывая твои выступления и тот темп, который ты держал, закатывая яркие поединки? Нет, я знаю, что он максимально уверен в том, что он делает. Это ведь сработало 28 раз. Так что вполне ожидаемо, что он думает, что вымотает меня. И, кстати, я сам себе говорил, что он вымотает меня, потому что это подталкивало меня изо дня в день. И я настоящий боец, я всегда выкладываюсь, выходя туда. И, в общем-то, это мое дело. Я занимаюсь этим так же долго, как и он. Это укоренилось в нас обоих. Так что в субботу я выйду и выложусь на 100%. И уверен, буду горд своим выступлением. Дэна, очевидно, ты невероятно заряжен, заинтригован этим поединком, но как, по-твоему, он пройдет, когда они уже выйдут в октагон? Понятия не имею, в том числе поэтому этот поединок настолько интересен, знаешь. Ты вроде как знаешь, что Хабиб будет делать, вроде как знаешь, что Джастин будет делать, но когда они выйдут туда, все что угодно может случиться. Опять же, в том числе поэтому данный поединок настолько веселый, интересный и интригующий для всего мира. В прошлом ты пару раз даже давал гарантии, понятно, что не всегда получается это делать, но можешь ли ты гарантировать, что это будет яркий бой? Напомни мне хоть один скучный бой у него. Я гарантирую. Назовите мне хоть один его скучный бой, таких просто не существует. И также... У меня нет точных цифр, я, кстати, вроде хотел взять и совсем забыл, но сколько он проиграл? 2 раунда за всю свою карьеру. Он непобежденный. Так, но сколько раундов он проиграл за все время? 1. 1? Я считаю 0, но официально 1. Всего 1? Да, так говорят. Да, так что, знаете, Хабиб идет по пути к не только званию величайшего бойца в истории дивизиона, но также, слушайте, я считаю, что если он побьет Джастина Гэджи в эту субботу, то он должен быть первым номером Pound for Pound в мире и будет в шаге от статуса величайшего бойца в истории, но он сам не любит говорить эти «если». Он не знает, сколько он еще будет биться, сколько поединков он проведет, но... То, что он уже сделал, это впечатляет. Он сидит... Вы все знаете, как я отношусь к Джону Джонсу. Мы постоянно говорим о достижениях Джона Джонса. А сколько у Хабиба боев, он все еще не проигрывал. В очень жестком дивизионе. Вопрос Джастину. Мне интересно, глядя на предыдущие поединки Хабиба, видишь ли ты какие-то ошибки со стороны его оппонентов? Или же он настолько хорош, что всех их превосходил? Знаешь, я не смотрел ни один бой Хабиба в процессе подготовки. Конечно, я следил за его поединками в карьере, потому что я огромный фанат ММА, но, получив его в оппоненты, я их не пересматривал и не анализировал. Я всегда фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Я очень долго работал и, повторюсь, он ни разу не бился с человеком, который боролся так же долго, как и он. Я стану первым. Все его оппоненты говорили, что они готовы, но я не позволю ему прижать меня к клетке, потому что иначе у меня будут огромные проблемы. Так что мой план на бой, если он хочет бороться, будем бороться в центре. И в каждую секунду поединка, как я 1000 раз уже говорил, я буду пытаться наносить урон. У меня плотные кости, и я буду бить ему по ногам. С этого я начну, а там посмотрим. Вопрос Хабибу. Джастин только что упомянул борьбу, и мне интересно, можешь ли ты как-то разъяснить, в чем разница между твоей борьбой и борьбой американского борца первого дивизиона, например? Я думаю, что
было бы корректнее спросить, в чем разница между дагестанской борьбой и американской борьбой. Вот это хороший вопрос. Я думаю, что разница большая. И я знаю, что он умеет бороться, но сможет ли он бороться все 25 минут? Потому что вот я, например, сегодня с DC говорил и сказал ему: вот в последнем поединке со Стипом Миочичем ты схватил его ногу, перевел на землю, и он очень быстро встал, и ты закончил, больше не пробовал даже. И в итоге все оставшееся время раунда они бились в стойке, но между мной и DC тут большая разница в том плане, что если я, например, буду пытаться провести тейкдаун, и от первой попытки он защитится, я продолжу делать это. Я буду всю ночь бороться, знаете? Всю ночь я буду бороться, и в этом большая разница между американской и дагестанской борьбой. Джастин не раз говорил о его намерениях наносить максимальный урон, и многие люди говорят о его настрое перед поединком. Считаешь ли ты Джастина Гэджи уникальным в этом плане бойцом? Да, знаете, всегда, когда он бьется, он начинает очень быстро, он очень опасен в первом раунде, очень опасен. Я думаю, что он и Конор — это два самых опасных бойца в первом раунде. Но если мы посмотрим, если взять, например, второй, третий раунды, там они уже на уровне обычных бойцов. Джастин, вопрос для тебя. Ты открыто говорил, что хочешь представлять США здесь, в Абу-Даби, в поединке против Хабиба. Как ты думаешь, делает ли этот бой больше тот факт, что Олимпиаду перенесли, и у нас сейчас не так много спортивной конкуренции между стран? Не знаю насчет этого. У нас все-таки индивидуальный спорт, и он отличается от многих других видов спорта. От всех видов спорта он отличается. Конечно, представляется